Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе «Сельхозтехника в помощь». В Абхазию поступает спецоборудование из России. Будут отдыхать бесплатно. Ответ абхазских ательеров на действия мошенников от туриндустрии. Проявили характер и победили. Наши юные спортсмены успешно выступили на Всемирных играх в Казани. В рамках проекта соглашения между Министерствами сельского хозяйства России и Абхазии об оказании Российской Федерации помощи Абхазии на днях в республику поступила новая сельхозтехника и оборудование от Россельхозцентра. Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба посетил машино-тракторную станцию в Гудауте, где на данный момент хранится прибывшая техника. Алика Трапш продолжит тему. Минсельхоз России в качестве помощи поставит в Абхазию не менее 190 единиц сельхозтехники и оборудования. На данный момент уже поступило 8 дискаторов для обработки почвы и 5 садовых опрыскивателей ОВС-2000. Оборудование дискаторов предназначено для обработки почвы методом баранования, дробления и перемешивания земли и растительных примесей. Оно подвешивается на трактор, а его специальные дисковые бороны измельчают почву. По словам специалистов, данный агрегат очень удобный в применении. В Минсельхозе ожидают получить еще таких 12 дискаторов. А вентиляторные садовые опрыскиватели ОВС-2000 предназначены для химической защиты многолетних насаждений путем их опрыскивания. У нас они будут применены в борьбе с мраморным клопом. Вот, допустим, данный агрегат, он проходит между рядьями, слева-справа производит обливку. Это и лечение или же химикатами может он также. Ничего не нужно. Есть агрегаты, которые нужно... Сюда тоже, кстати, можно приспособить шланги ранцевые. И уже здесь дополнительно должны люди и со шлангами бегать по плантации. Это не менее удобно. А данный агрегат, он очень удобный. Он даже, вот видите, вот механизатор, кто работает, приспособлен он руки помыть. Мало ли, химикатами работает, если он попал на кожу, надо сразу холодной водой обмыть. Говоря о общей ситуации по борьбе с коричнево-мраморным клопом, министр сельского хозяйства Даур Тарба отметил, что в районах уже идет химическая обработка растений, и в сравнении с прошлым годом количество клопов по всей республике сократилось в разы. Ситуация очень положительная в том плане, что сегодня по сравнению с прошлым годом это в 5, 7, 8 раз меньше мраморного клопа стало. Тот район Гальский, где огромное, сегодня вот с главой администрации, с управлением, начальником управления сельского хозяйства общаюсь практически через день, и они говорят, практически мы, очень мало их. В Ачимчирском районе ситуация тоже такая. В Гудаутском только что разговаривал, вы видели представителей многих сел, я сегодня тоже увижу. Но говорят, тоже мало. Как раз таки вот наши препараты, вот эти опрыскиватели маленькие, вот сейчас должны работать. Тем более мы подключим сейчас технику большую, и мы думаем, что результат получим. Уже на следующей неделе Минсельхоз распределит полученную технику по всем районам республики. Между тем, начальники машино-тракторных станций с пользователями техники будут заключать договоры. Если техника вышла из строя по вине пользователя, то чинить ее будут на его средства. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия принимает участие в 18-й межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Каренская ярмарка-2018». Члены делегации участвовали в заседании Ассоциации торгово-промышленных палат Центрального федерального округа России, где обсуждалась возможность использования торгово-промышленными палатами цифровой технологии в своей деятельности и в сфере общественных формирований, а также вопросы реализации поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Не секрет, что туристическая отрасль – одна из основных для Абхазии. Сегодня многое делается для улучшения имиджа нашей страны в мировой туриндустрии, в которой существует очень жесткая конкуренция. Вот почему информация о том, что от действий мошенников, которые реализовывали фальшивые путевки в пансионаты нашей страны, пострадала большая группа туристов из России, стала весьма неприятной новостью в самом начале туристического сезона. О том, как отреагировали на эту ситуацию в Абхазии, наш следующий сюжет.
Около 200 российских семей, которые приобрели путевки в пансионаты Абхазии через интернет, пострадали от действий мошенников. Путевки оказались фальшивыми. Эта информация появилась в российских СМИ. По факту мошенничества были возбуждены уголовные дела. Обманутые люди обратились с петицией в правоохранительные органы России об объединении всех уголовных дел в одно. Но в этом очень неприятном для нашей страны прецеденте есть одна положительная сторона. Некоторые абхазские отели вызвались принять обманутых туристов бесплатно. Мы во вторник провели уже совещание. Мы уже в понедельник общались с министерством. В Абхазском союзе туризма мы провели экстренное совещание. Были приняты кое-какие уже действия. Вот первое, что, конечно, необходимо было, это успокоить туристов, насколько мы могли это сделать. То есть достучаться до них, потому что отзывы у них были совершенно разные. Люди не все адекватно понимают, что их обманули не в Абхазии, обманули на территории Российской Федерации. Деньги были перечислены на территории Российской Федерации, Абхазия здесь ни при чем. В первые же дни поступили предложения от ательеров, от туристических компаний, а именно вот от Апсуатур сразу поступило предложение разместить одну семью бесплатно. Все, конечно, очень хорошо из членов Союза гильдии ательеров поддержали, очень хорошо отозвались об этой идее. Как отметила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, сайт мошенников сделан профессионально и находится в топе поисковых систем. На ресурсе размещена достоверная информация об отеле и яркие фотографии, демонстрирующие условия проживания и питания. Сайты, которые были размещены в интернете, они очень хорошего уровня были. Делали его профессионалы. Они его делали с чувством, с толком, вот, причем со знанием дела, именно в туристическом бизнесе. Может быть, кто-то там и работал когда-то в туристическом бизнесе. Они знали все тонкости, как принимаются заказы, они предлагали трансфер, кто-то оплачивал он даже трансфер. Людей просто не могли, люди стояли в аэропорту, их никто не встречал. После получения денег на связь с покупателями представители сайта уже не выходят. Большинство жертв такого мошенничества узнают о том, что их обманули уже в Абхазии, когда в отеле им сообщают, что такой путевки нет. Абхазский союз туризма призывает отдыхающих быть внимательными, обращать внимание на банковские реквизиты и не вносить полную стоимость путевки сразу. На сегодняшний момент создан оперативный штаб. Вчера было совещание в министерстве с пансионатами, со всеми, с общественниками. На сегодняшний день утром совещание еще одно состоялось. Создан оперативный штаб по решению данной ситуации, в которую вошли работники, сотрудники министерства, общественники, общественные организации. Вот. Даны распоряжения. Завтра будет у нас совещание еще в пансионате курорта Пицунды в административном здании РУПа. Всех приглашаем Гагру, Пицунду, все отели, пансионаты. Будем обсуждать данную проблему. Если появились сомнения, то за дополнительной информацией можно обращаться в Министерство по курортам и туризму республики или же в гильдию ательеров Абхазии. Юношеская сборная Абхазии успешно выступила на 4-х Всемирных играх юных соотечественников в Казани. Сегодня в Сухуми в представительстве Россотрудничества состоялась встреча с победителями соревнований. Саид Джарсали расскажет, в каких именно видах спорта победили наши юные спортсмены. На ежегодных Всемирных играх юных соотечественников, проводившихся в Казани, принимали участие юные спортсмены из 60 стран в возрасте от 7 до 15 лет. Абхазию на турнире представляли юношеская женская сборная по волейболу и 2 спортсменки по настольному теннису – Эрика Кварча и Биата Аршпа. Команда в мае месяце перед соревнованиями прошла учебно-тренировочный сбор в Гудауты под руководством тренера. И результаты не заставили себя ждать. Мы были первыми. Девчонки проявились очень себя с хорошей стороны. Флаг Республики Абхазия был на сцене. В соревнованиях по волейболу абхазские спортсменки, обыграв команду из Украины и России, обеспечили себе выход в финал. В итоге у наших волейболисток золото. В финале они одержали победу над сборной Азербайджана. Теннисистка Эрика Кварча в финальном матче заняла 2-е место в личном зачете, а Биата Аршпа оказалась 9-й среди 35 участников по настольному теннису.
Главный тренер женской юношеской сборной Абхазии по волейболу Руслан Царгуш отметил, что несмотря на сильное соперничество, команда проявила свой характер и одержала победу. Был тяжелый финал у нас. Как говорится, валидольная игра была, нервная, но они выдержали. Сборы, наверное, тоже помогли. Значит, есть характер. Достойно показали, вели себя хорошо. Что сказать, горжусь, что есть такие у нас девочки, подрастающее поколение. Поездку абхазских спортсменов в Казань на спортивные игры, а также культурную программу организовало представительство Россотрудничества в Абхазии. Спортивную экипировку делегации предоставило Министерство образования и науки республики. Саид Джарсали, Алексей Кухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.